Открывая встречу, ректор Абхазского государственного университета Олег Огварамия тепло поприветствовал гостя и вручил ему диплом почетного доктора АГУ. Это звание было присвоено Андронику Миграняну еще в 2019 году. С некоторым опозданием, но я бы вот здесь при наших студентах, при наших преподавателях, при наших сегодняшних гостях университета хочу вам вручить документ, о котором вы уже знаете, и даже делали отзывы на тему этого документа, как всегда, добрую, гуманную, открытую и так далее. Это есть диплом почетного доктора Абхазского государственного университета. Как отметил Олег Огварамия, Андроник Мигранян на протяжении многих лет является большим другом Абхазии. С 90-х годов политолог неоднократно заявлял о том, что он сторонник признания государственного суверенитета Абхазии. В 92-93 годах во время грузино-абхазской войны он не раз отстаивал на международной арене права абхазского народа. Андроник Мигранян – один из друзей Абхазии, благодаря которым у Грузии в начале 90-х была выиграна информационная война. Мы благодарны ему за его позицию. Мы благодарны ему за тот порыв, который его не оставляет. С тех пор, как он впервые познакомился с живым абхазом Тарасом Шамбо, это еще в 1989 году. И по сей день он сохраняет вот такую верность нашему народу. Вы знаете, так получается в этой жизни, когда вот ты не понимаешь, как происходит это все, и вдруг ты влюблен. Ты влюбляешься в народ, в природу, в страну. И, конечно, я должен сказать, вы абсолютно правильно сказали. Я раньше говорил моим друзьям, вы знаете, когда я смотрю на карту мира, я вижу несколько государств на этой карте, а потому что это те государства, где есть люди, которых я люблю, и которые обо мне думают, я о них думаю. В начале своей лекции Андроник Мигранян обозначил основные магистральные линии мировой политики главных мировых центров и их соотношений. Говоря о самой теме лекции «Россия и Абхазия в современном мире», политолог отметил, что признание независимости Абхазии одной из мировых держав – это огромное достижение. Абхазия посчастливилась географически оказаться на границах такой ядерной сверхдержавы, как Россия. И, конечно, Абхазии гарантировано то, что, к сожалению, многим маленьким народам, а тем более, когда они хотят стать еще государствами и активными участниками мировой политики, угрожает. Теперь уже угроза физическому существованию этого народа, в общем-то, не стоит, она ликвидирована достаточно надежно, потому что действительно есть страна-гарант. После лекции у присутствующих была возможность задать политологу вопросы. Их оказалось очень много и все актуальны. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, с чем связан тот факт, что некоторые пункты договора между Абхазией и Российской Федерацией не были осуществлены, а точнее договор о дружбе, сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Вопрос, в частности, касающийся проходимости таможенной зоны. Но вы знаете, вы даже не поверите, насколько вот я поддерживаю этот вопрос и насколько я возмущен. Вот вчера вот Алла Шульгина, вот из медиаклуба «Свидетельница», я сказал, это маразм, это полный маразм, это таможенная зона и пограничная зона. Потому что это, я это говорил и готов везде это говорить. Если российская погранслужба защищает Абхазию на внешнем контуре, что за внутренние границы и таможенные зоны там и так далее? Формально якобы Абхазия не член Евразийска.
Ну, двустороннее соглашение регулирует эти вопросы вообще элементарно. И поэтому я просто возмущен каждый раз, когда я прихожу и я вижу скопление этих машин и вообще эту всякую волокиту там и так далее. Я тоже считаю, что это просто какие-то люди на этом что-то зарабатывают, наверное. 10 сентября в Сухумском доме Москвы у Андроника Миграняна состоится еще одна встреча. На этот раз с журналистами. Гугуца Варданя, Роберт Ломи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.